Добрый вечер, мои дорогие друзья. Я снова с вами на связи. Так, у нас намечается дождь, а у меня намечаются заказы. Но решила вам показать свои лилии. Вот такие вот красавцы у меня расцветают. Видите, какая красота. Вот такая красота. А это розовые. Наконец-то я прополола свой палисадник. И смотрите, какая черешня. Прям уже перезрела. Поставила в дегидратор. Ой, простите. Немножко сняла вам, когда ставила. Но надо будет завтра еще, чтобы Ибрагим оборвал. Еще кое-что сделать. Снег, не знаю, сегодня будет дождь. Что с ними будет? Очень сладкая она теперь. Кто-то заметил. Так что посмотрим еще и наши лилии. Так, это розочки. И, друзья, посмотрите, вот что с моими розами. Вот такие вот. Я с розами никогда не разбираюсь. Вот что для них, чего им не хватает. Видите, листочки больные. Хотя цветут красивенько вроде бы. Но в этом году вот какие-то кусты не очень шикарные. И вот так вот. Так, вот такая у меня лилия. Беленькая. И вот розовые расцветают. И что у меня еще тут? Ромашечка. Одна ромашка отцвела, я ее срезала. Лавандочка цветет. Пахнет изумительно. И вот эта вот роза. Очень вкусно пахнет. Смотрите, где Каспер улегся. Кашпировский. Каспер, чего ты тут делаешь, а? Ты чего тут разлегся? Вот так вот. Розочки. Дождь собирается. Так, надо будет эти розы желтенькие срезать. Но вот эта вот желтая роза, друзья, она пахнет прям вот изумительно. Так, вот такие вот лилии. Потемнее. И вот такие вот розовые. Красотень. Календула хочет засвести. Вот так вот. Хаили? 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 Сфотографируй, говорит, меня там. Бабушка захотела сфотографироваться среди лилий. Я ее сфотографировала и немножко сняла. Дай Бог, чтобы вот так цвели всю жизнь. Вот так. Нашу дine dolu. Şimdi zaten hoca расцветаться дешь. Счастье yok. Dine raşı dolu. Özün diye vakın diye mudur var geçiyor. Şey var naşı olur, dine olur. Yarışlarla hoca beş olur. Hoca hacayki olur. Hoca vakır olur. Şey var deri olur. Diğer vakır olsun. Wat gaan we staan? Amin, Dat amin. er tegen dat delijker. Amin. Alles deel. Аминь. Все. Бабушка свою дочку считает хорошей хозяйкой, короче, друзья. Сама захотела, снимите, говорит, меня. Хочет сыну фотографию послать среди цветов, которые сын, мой брат живет в Москве. Так, выгляну на минутку на улицу. Я уже поставила как их? Ну, по-французски, не по-французски, я даже не знаю, как это называется, короче говоря. Как правильнее назвать. Мы называем это мясо по-французски. Духовку, поэтому у меня минуточка есть свободная. Вот. Корова моя уже подошла. Марта моя. Вроде бы не стоял сегодня по интернету дождь, но тучи набежали, друзья. Смотрите, как. Немножко сегодня было очень жарко. Вот чувствовался, что будет, ну, как будто вот перед дождем. Вроде бы в интернет посмотрела, дождя нет. Я даже полив включила капельный. Вот. Нужно скосить нам тут траву, но у нас нет косилки. Кого-то надо или просить, или у нас есть кто приходит нанимать. Так,
Вот Мишка. Мишка, по-моему, немножко у нас худоват, но чуть-чуть попозже я его поставлю на откорм. Пока он просто без корма на траве. Вот так вот, друзья. Марта, ты, мама, золотой человек. Марта. Мечай, мама, Марта, мечай. Мечай, мама, я мечай. Мама, я ищ. Мечай, мечай. Мама, я ищ. Мама, я ищ. Мечай. А ты, мама, золотой. А Ольга, а Оля. Чего ты недовольна? Мухи тебя не оставляют. Беспокоят мухи. А, ты не хочешь пустую руку, да? Не хочешь пустую руку. Ты кушать у меня хочешь. Ты кушать у меня хочешь. Дождик собирается уже. Да? Да, человек? Ой, ну все, друзья. Пошла я. Еще не покрасила свое колесо. Дожди не давали его красить, если честно. Может быть, если завтра не будет дождей, покрашу его. Бабушка вышла посидеть. Друзья, так, смотрите, я не стала снимать, как готовлю, потому что мне нужно было побыстрее это все отправить. У меня не получалось все. Сегодня вообще целый день оврал. Быстренько я приготовила вот такой вот заказ. Но это заказ как бы для меня рекламу. Я хочу, чтобы прорекламировали мою страницу, что я готовлю еду, полуфабрикаты. И, ну, они сами выбрали, чтобы они хотели. Они захотели сегодня манты замороженные, но я не успела их заморозить, потому что заказ поступил не так рано. Ой, не так, да, ну, не так давно. Это у нас салат нежный. Там, ну, я когда-то его делала, если помните, куриная грудинка, разделанная на волокна, кукуруза, яйцо, майонез и грецкий орех сверху. Это девочки на работу себе просто берут. Ну, это мясо как бы отбивные, не отбивные, а именно мясо, мы его называем мясом по-французски. Как бы мясо по-французски. Ну, или как-то, я не знаю. Короче, фарш там, помидоры, лучок, майонез и сыр. Ну, обычно мы кладем, конечно, грибы, но эти девочки грибы не захотели. И вот такие вот тефтели, тоже замороженные. Ну, полузамороженные, вообще-то должны быть замороженные. Вот это вот идет на рекламу, чтобы вот прорекламировать мою страничку в Инстаграме. Ну, вернее, не мою, а нашу страничку в Инстаграме. Потому что пока у нас одна страница на двоих с Танзилой, что мы готовим еду. Вот если поступил заказ, ну, кто может делает, кто иногда она, иногда я. На данный момент опять работать начинаю я. Вы знаете, что я не работала, вы знаете, что я уже после праздника вообще ничего не делала, после нашего Уразы Байрам. Ни полуфабрикатов, ни готовой продукции я не брала, не работала. Теперь придется, потому что Танзила опять на лечении, и она не может пока свои заказы делать, ей не разрешают даже врачи, поэтому нагрузку уже на заказы беру на себя я. И уже мной приготовленные продукция должна быть на рекламу для этих девочек. Короче, вот так вот. Реклама вообще-то покупалась Танзилой, ее продукцией, но из-за того, что она не готовит пока, те девочки уже сказали, что должна быть реклама, она у нее, ну, там по очереди, что все. Вот, будут пробовать, как я готовлю. Вот так вот, друзья. Надеюсь, им понравится. Я старалась. У меня еще один заказ, точно такой же, еще одной рекламы. Там дальше идут печеночный торт, малосольные огурчики, ну и дальше кое-что. Короче, вот так вот, друзья. Все. Так, друзья, у нас теперь второй день будет в этом же ролике. У нас свадебный заказ. Я уже с утра съездила, купила все, что нужно для своего заказа. Сегодня заказ такой, что нужно... Самим нам пришлось покупать продукты. Обычно привозят в основном. Но иногда бывает так, что они просто пересылают деньги, а мы закупаем сами все, что нужно. Так, пока опять гремит гроза, как видите. Но не у нас, где-то далеко. Я боюсь, что у нас тоже будет, поэтому немножко отдохнула, пришла. Вчера не так сильно, конечно, был вчера дождь. Ну вот, хочу пропустить молоко быстренько. Это мне нарвали черешню.
Это я купила на рынке сегодня. Смородина стоила 200 рублей красная. Абрикос стоил 80 рублей. Будет компотик. Пока быстро пропущу молоко. Но если не отключат, конечно, свет. Сейчас быстренько включу. Пропущу молоко, потому что в холодильнике уже держать невозможно, потому что у меня уже все туда поставлено. И куры, и фарш, и все, и в заморозку. Короче, вот так вот. Так, внук мне черешню нарвал. Да, нарвал много, конечно. Вот так вот, друзья. Так. Что тут? Что ты нам тут? Вот я взяла, быстро накидала. Потрошки пожарила, пока я ездила. Ну все, подключусь вам попозже. И смотрите, как спит мой котеночек. Что-то он где-то намок у нас. Масенький. Ты мой масенький. Как ребеночек маленький лежит. Ай, ты масенький. Так, а это вот так вот. Так, ну вот запаковали сюда, я натяну пленочку. И вот видите, не только я кого-то рекламирую, а я тоже покупаю рекламу и тоже трачу деньги. Причем, если честно, то раскручивая, можно сказать, свой канал, я очень много покупала рекламу. Но не... Так, друзья, и готов у меня второй заказ. Тоже не показывала, как я готовлю. Потом, ну вы это все видели. И печеночный торт я пекла. И это отбивные просто куриные. Тут у меня зажарка, морковка с луком, помидорчик и сыр с майонезом. Все. Зелень туда нельзя. Оказывается, даже нельзя было и в огурчики малосоленые, но, к сожалению, я добавила. Как-нибудь выберут огурчики. Это не любители зелени, как мой Ибрагим. Короче, вот так вот. Это новый заказ, можно сказать. Но опять-таки заказ, реклама. Это тоже доставляется мною сегодня бесплатно. За манты она заплатила. Вот так вот. Килограмм мант у нас стоит 400 рублей. Если что, зрители Ингушетии, мои друзья мои с Ингушетии, заказывайте или говорите, что кому-то нужно, если, то мы принимаем заказы на готовую еду, на полуфабрикаты, заказы на свадьбу, заказы на любые мероприятия, на корпоративы. Страничку Инстаграма я оставлю в описании, закреплю в комментариях. Даже с Голландии заказывают. Да, заказ, ну все знают, что из Голландии, из Финляндии, из Германии есть заказы. Кто за пределами республики у нас, тоже даже заказывают готовую еду, чтобы обрадовать своих родных, родственников, родителей, кто-то готовой едой, потому что они приехать не могут, а хотят немножечко вот так вот сделать приятное своим родным. Если что, друзья, мы принимаем заказы. И надеюсь, что у нас еда вкусная, и моим рекламодателям понравится. Они нас прорекламируют хорошо. Друзья, вот так вот вечером они у меня собираются в этот ящик. Вот так вот я его ставлю вечером. Иногда утром не забываю, выпустила. Ну, не выпустила, они сами уходят. Вот так вот. Потихонечку к вечеру собираются. Мама их давно бросила. Вот так вот. Мои косявки. Мама, золотые человеки. Человеки. Сегодня я не успела здесь помыть. Обычно практически каждый день приходится мыть под этим навесом, потому что я их вместе с этими, с большими посадила как-то. Они их не оставляют в покое, мне пока их жалко очень. Их у меня 13 штук. Здесь пока 3, 6, 8. Значит, где-то в огороде какие-то гуляют. Вот так вот. Сейчас пока вот так вот будут на ящике, а потом к вечеру все равно заберутся туда в ящик. Они так привыкли. Все, теперь выпущу этих, потому что гремит гром, будет гроза. Надо их запустить. Так. Груша уже капает. Груша уже, видите, наливается. В этом году будет мелкая, но не такая мелкая, конечно, это очень поздняя груша.
пока еще поздно. И яблоко тоже вон. Сейчас туда идти не хочу. Видите? А айва все-таки у меня высохла. Все, пошел дождик, пошла выпускать своих цыплят, чтобы они зашли в свою кладовку. Ну вот так, друзья. Не знаю дальше, что я буду снимать, но что-то надо будет все-таки снимать и ролик сделать до конца. Друзья, жалко, что нельзя показать запах. Передать, вернее, запах дождя, свежести. А у нас еще запахи фаршированного перца, запеченных разных наших вкусняшек. Все вместе перемешалось. Красота. Друзья, сегодня первый день из 10 дней священных Зулхиджа, которых нужно держать пост. И сегодня мы тоже держим пост. И у нас гость, к сожалению, я сейчас не смогу до конца снять стол. Мы заказали вот такой вот тортик к чаю, нарвали свою черешню. Так, Танзила голубцы нам, ну, вернее, не голубцы, а перчики сделала. Малосольные огурчики мы сделали. Но еще накрывается стол, еще мы не закончили, поэтому пока они не зашли, пошли молиться. Показываю вам. Вот такой вот тортик у нас делает моя, можно сказать, и родственница, и односельчанка. Она делает разные торты. Мы у нее заказываем, если честно, первый раз. Но мы с ней в группе. Если что, кто-то из Ингушетии, то заказывайте в Кантышево. Если что, я оставлю или напишите, я вам номер телефона оставлю. Мы его сейчас попробуем, а потом я скажу, действительно вкусный или нет. Так, ну вот, друзья, молоко просепарировала. Теперь, как видите, гора кур у меня. Я их уже почистила. Теперь мне их нужно, некоторые даже осмолила. Нужно осмолить, помыть, разрезать. Короче, заняться вот этими вот делами. Ну, вы уже видели, наверное, как я все это делаю. Наверное, показывать не буду. Или, может быть, на примере какой-нибудь по одной покажу, как я разделаю. Короче, мне нужно... ну-ка, может быть, я с вами поговорю. Так, короче, объясню, что мне нужно. Мне нужно из 5 кур сделать куриные рулеты. Из 5 кур сделать куриные шашлычки. И из 20 кур просто прожарить. Для этого мне их сейчас нужно, ну, для каждой этой сделать, как вы знаете, разделать их по отдельности. Сначала я их, конечно, вот я уже почистила, убрала все пеньки. Теперь мне нужно их осмолить, разделать и помыть. Ну, немножко, может быть, вместе с вами. Но долго, чтобы не затягивать, понемножку буду подключаться и показывать, что я делаю. В таких вот вещах Танзила мне не помощница, где нужно, опять я повторюсь, где нужно возиться в воде, где нужно холодное что-то трогать, это нет. Ну, она мне лук порежет, морковку нашинкует, зажарку сделает, это я ей разрешу сделать. Ну, вот как-то так, друзья. Так, теперь я уже начала разделывать кур. Это для жарки. Куры у нас сейчас стоят 430 рублей, 420 рублей. Тушка, друзья. Тушка где-то, точно я не могу сейчас сказать, но я на интерес взвешу вам, сколько весит наша одна курочка. Так. Хотела это делать на улице, но пошел сильный дождь у нас опять.
Так, без головы. 2 300 336. 2 300, короче, курочка. В среднем вот так. Вот 2 300 одна курочка. Ага. И стоит она 430. Вот эти вот по 430 рублей. А по чуть-чуть поменьше, которые стоят по 420. Подешевели куры. Это, конечно, радует. А то было, что они стоили у нас 450, 500 рублей тушка. Но, конечно, все равно намного дешевле, чем где-то в России, я бы сказала, да? Потому что там, по-моему, по весу идут куры. Все, вот это вот вырезается. Я уже когда чистила, вырезала. Все оттуда вырезается. Так, друзья, теперь мы раньше делали вот это вот, пускалось с этой штукой. Теперь Танзила просит ее вырезать. Говорит, что некрасиво смотрится. Теперь вот грудинка идет вот так вот, без этой штучки. Ну, вот так вот я дальше разделаю всех своих кур.